Очень любит ходить и улыбать. Ну вот, наконец-то. Она любит постоянное движение, танцы под музыку и общение. Вместо слов улыбка и эмоции в глазах. Вот так мама с Соней ходит по дому, можно сказать, целыми днями. Хрупкой Екатерине Костиной пришлось даже спортом заняться, чтобы поддерживать и поднимать ребенка. 11 лет назад Соня родилась вполне здоровым малышом, но в годик у нее внезапно перестали работать руки. Остановка в развитии. Вообще остановка в развитии. То есть она у нас так и не поползла, так самостоятельно не пошла, руки потеряла, были звуки, лепет потеряла. То есть все, ребенок остановился. Недуг, который поразил девочку, смогли определить только в Германии, когда Сонечке уже исполнилось 3. Синдром Ретта – редкое наследственное заболевание, от которого нет лекарства. Поэтому сегодня главная задача родителей – не допустить ухудшения состояния ребенка. Весь день мамы расписан по минутам. Регулярные массажи, лечебная физкультура и, конечно, развивающие занятия – чтение книг, изучение картинок. В помощь Соне приобрели поддерживающее устройство, костюм для вертикализации тела, корсеты. А вот с коляской просто беда. Старая, неудобная и тяжелая, к тому же без специальных устройств, которые так нужны девочке, чтобы поддерживать корпус в нужном положении. Вот она у нас так падает. Вот в чем заключается. Чтобы ребенка стабилизировать, вот здесь поддержка. Вот я как говорила, одну сторону мы фиксируем, поднимаем, другую здесь фиксируем. Также поддержки таза вот здесь. На той коляске еще правильное разведение ног и используется как шина свош. Также там есть положение лежа, что на этой коляске ничего нет. Мама совместно с медицинской комиссией составила новую реабилитационную программу для дочери и обратилась в фонд соцстраха, где Соне должны предоставить новую коляску бесплатно. Но там предложили устройство без дополнительных функций. Оно дешевле, а специализированное стоит немалых денег. Там поддержки широкие, которые обхватывают вот грудную клетку. Они широкие и полукруглые. И дело в том, что они независимые друг от друга. Вот у нас сколиоз, нам нужно одну сторону поднять, другую зафиксировать. То есть поддержки независимые. Мы одну сторону поднимаем, другую фиксируем. Точно так же поддержки таза, поддержки голени, так как вот одна ножка короче, другая длиннее. Да? То есть мы все можем зафиксировать полностью вот этими поддержками. А в дешевых аналогах нету этого. На такой коляске можно без проблем ездить даже зимой. К тому же сиденье поднимается и ставится в автомобиль. Устройство намного легче и мобильнее, нежели дешевый аналог. В фирме, которая поставляет коляски в Россию, заказ для Сони уже готов, ждут только его оплату. Семья несколько месяцев собирает деньги, но накопить нужную сумму, почти 500 000 рублей, не получается, ведь работает только папа. Тем временем из-за неудобной старой коляски у Сони начал прогрессировать сколиоз. Врачи отметили ухудшение здоровья девочки. От неправильного положения сместились внутренние органы. Этой зимой ребенок и вовсе попал в больницу в тяжелом состоянии. Родители боятся, что Соне станет еще хуже, и надеются на помощь неравнодушных людей. Любовь Филиппова, Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.